Правозащитника Игоря Каляпина из Нижнего Новгорода пытаются привлечь к уголовной ответственности. Руководитель комитета против пыток, который расследует дела о преступлениях полицейских в Чечне, может стать фигурантом дела о разглашении тайны следствия. Сам Каляпин считает, что его преследование организовано для того, чтобы развалить дело против сотрудников чеченского ОМОНа, которое он ведет в Грозном. С подробностями Елена Шмараева. Лена. Спасибо, Оля. Правозащитник Игорь Каляпин живет в Нижнем Новгороде, но часто выезжает в командировки в Грозный. Он и сейчас там находится. В республике у комитета против пыток есть несколько подзащитных, которые проходят по делам о похищении людей. Дело на Каляпина потребовало возбудить управление ФСБ по Нижегородской области, но связано оно как раз с работой правозащитника в Чечне. По мнению оперативников ФСБ, Каляпин слишком много рассказывает журналистам о тех делах, которые он ведет. Дело в отношении него требует завести по статье 310 «Разглашение тайны следствия». Сам Каляпин рассказал «Дождю», какими именно делами занимается комитет против пыток в Чечне. Группа в Чечне занимается несколькими делами. Все они связаны с похищениями людей в 2009 году. По всем этим делам дела возбуждены либо по 126, либо по 105 статье, то есть либо похищение человека, либо убийство. Во всех этих делах люди исчезли после задержания их сотрудниками милиции. Ну и, в общем, основная версия, которую на самом деле следствие прорабатывает по всем делам, это похищение именно сотрудниками милиции. Правозащитник уверен, что дело против него инициировали, чтобы развалить расследование в Чечне, причем одного конкретного уголовного дела. Речь идет об Исламе Умарпашаеве, которого в 2009 году похитили и 4 месяца продержали в подвале, где приковали наручниками. Умарпашаев, интересы которого на следствии Каляпин представляет лично, говорит, что похитителями были сотрудники чеченского ОМОНа. Он дает показания, и следователи уже вскоре могут предъявить полицейским обвинения. Правозащитник говорит, что дело Умарпашаева уникально тем, что потерпевший, во-первых, выжил, а во-вторых, готов дать показания по делу. Как правило, люди отказываются официально заявлять о преступлениях сотрудников правоохранительных органов в Чечне, предпочитая тихо уехать, если им удалось уцелеть. При этом правозащитники считают случаи таких похищений массовыми. По словам Каляпина, следователям Следственного комитета, которые работают по таким делам в Чечне, активно препятствует руководство полиции и местные власти. Кстати, интересно, что у следователя Игоря Соболя, который ведет дело Умарпашаева, и он же расследует дело об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой, претензий к правозащитнику нет. Он его в разглашении материалов дела не обвиняет. Но вот эта проверка, которую, тем не менее, в отношении Каляпина начали, продлится 10 дней. Затем будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет. Оля. Спасибо, Лена. Будем следить за развитием событий. Обязательно сообщим об этом.